Испытано на себе. Республиканская общественная организация «Потомки государевых ямщиков» второй год проводит этноквест по следам государевых ямщиков. Первый этап этноквеста прошел по маршруту Якутск, Табага, Техтюр, Улаханан, Покровск в апреле 2022 года. А в этом году мы решили сделать этноквест по южным наслегам. Это станции Исидская, Крестьякская, Оймуранская, Аддабанская, Исинская. Ребята команды, по 10 человек, приехали в Идяй, в село Идяй, и здесь начнется у нас презентация команд. Команды презентуют свою родную почтовую станцию, когда она была основана, какие фамилии туда приехали из России и как сохраняются традиции ямщиков до настоящего времени. Сегодня по программе мы еще напишем этнографический диктант по истории ямщиков. Команды будут отвечать, командно будут отвечать на вопросы. И мы должны поехать сегодня на Оймуранскую почтовую станцию, которой в этом году исполняется 245 лет. А основателю этой станции Прокопию Филиппову исполняется 270 лет. История очень большая. Оймуранская почтовая станция славится своими именно ямщиками, потому что на этой станции было всегда очень много мужского населения. В одно время на маленькой станции жили 56 половозрелых мужчин, которым надо было жениться. И они ехали в Горный Улус, Вилюйский Улус, Верхневилюйский Улус, и оттуда привозили невест. Филипповы – это из всех ямщицких фамилий первая фамилия, которые женились на якутках и основали такие интернациональные семьи. И у всех Филипповых всегда было очень много детей, многодетные семьи, 10, 12, 14 детей было в этих семьях. И что интересно, Филипповы отдавали своих детей на воспитание другим семьям, где не было детей. Вот такая традиция Оймуранской почтовой станции. Потом мы приедем обратно и посмотрим модельную библиотеку «Истоки», где есть музей ямщиков Аддабанской, Оймуранской почтовых станций. Вечером нас ожидает концерт двух народных коллективов ямщицких, народный коллектив «Вечерка» и народный самодеятельный коллектив «Реченька» из села Синск. Они нам споют старинные ямщицкие песни, а затем выучат детям старинные песни, поводят хороводы. И мы сегодня хотим разучить для них старинную пляску, которая называется «Переходная полька», которую очень всегда танцевали, плясали наши предки. Но все это мероприятие проводится для того, чтобы наши дети, наше молодое поколение прониклось историей своих предков. Потому что если от Витима до Якутска 63 почтовые станции, и каждая почтовая станция – это отдельная история. Сюда были переселены русские крестьяне Сярославской, Костромской, Орловской, Вятской, Ивановской, Московской губернии нашей великой России. Поэтому культура приленских ямщиков, Средней Лены очень интересно. Даже все песни от одной станции до другой едешь, а там совершенно другие песни исполняются, потому что это уже другая губерния. Во-первых, я хочу поблагодарить руководителей, которые составили команды и привезли сюда, в село Идяй, чтобы участвовать в нашем этноквесте. Я желаю всем командам отлично выступить и, самое главное, узнать многое об истории нашего тракта и прикоснуться к родной ямщицкой культуре. Друзья, сейчас у нас осталось каких-то, грубо говоря, 300 километров, наверное, даже, я бы сказал, 1/10 нашего пути.
Сейчас рядом со мной Александр Чубаков, директор завода по производству вездеходов «Байкал» 4х4. Вот. И мы, так как сегодня у нас такой солнечный, красивый, хороший день, в более-менее спокойном режиме мы можем пообщаться. Ну и, соответственно, я еду за рулем того вездехода, в котором ехал непосредственно два Александра. И могу так даже как-то такой параллельно сделать, да, тест-драйв. Конечно, конечно. Александр, ну вообще вот давай расскажем нашим зрителям, да, вообще вот всю предысторию, да, как вообще появилась идея сделать такой пробег, достаточно, я бы сказал, ну, я вот не видел, чтобы такие пробеги как бы делали вот на переломках. Я до сих пор не понимаю вообще, что мы здесь делаем, как мы здесь оказались. Ну, это, конечно, благодаря переломкам, пешком бы мы до сюда не дошли. Такое расстояние. А вообще, само приключение получилось очень интересным. Получили комментарий в Ютубе от Вадима, просто пользователь Вадим, который написал: если доедет до Якутии, то приобрету, куплю. Стало очень интересно. Нам стало интересно не то, что вот в Якутии у нас купят, а стало интересно то, что вообще сможет ли и вездеход доехать до Якутии. Расстояние там порядка 3000 километров. Ну и такой, нам бросили вызов, который мы приняли. Все, и вот мы взяли вездеходы, которые у нас приехали из круга Байкальской экспедиции, тоже установили рекорд. Берем эти вездеходы, садимся в них и едем. И вот мы приехали, и сейчас мы едем по реке Лена, и до Якутска нам осталось порядка 250 километров. До Якутска. В Якутию мы въехали еще дней 5 назад. Я бы хотел добавить еще, что при выборе маршрута были несколько, да, альтернативные, то есть все было как бы вот такой достоверной информации о дороге нет, да, там вот перед экспедицией очень сложно определить именно точно по какому маршруту пойдут вездеходы. Экспедиция по большей части должна была идти по Ямщицкому тракту, да, Иркутск-Якутск. То, конечно, все это сделано также в сотрудничестве с общественной организацией «Потомки государевых ямщиков». И я вот до сих пор немножко нахожусь в таком шоке, потому что запланированные мероприятия от этой организации и наш маршрут, он очень прямо совпал. Синхронно. Да, синхронно. То есть буквально вчера мы участвовали в круглом столе в Алекминске, да, который был посвящен 280-летию тракта. А сегодня мы участвовали, посмотрели на этноквест, да, где участвуют уже школьники, да, то есть дети с близлежащих поселков. Я изначально думал, что как будто не мы маршрут подстроили под все это, ну просто мы ехали, а как будто вот люди под нас эти мероприятия делали под нас. Но они их планировали там еще несколько месяцев назад. Мы еще даже про маршрут, в принципе, только думали, поедем, не поедем, куда поедем, как поедем. А тут раз приезжаем, и вот каждый день события, и связано с ямщиками, и мы принимаем в этом участие. Ну, прям вот реально синхронизация такая получилась, как будто вот, ну, помнишь фотографию, когда мы ночевали возле ямщицкого столба? Да. Верстового. И ты сфотографировал рано утром. И вот перед нами был такой образ какой-то, ну, я как понимаю, кто-то нас сопровождает. Да, очень интересно было. Ага. Да, эту фотографию потом тоже опубликуем, покажем. Я думаю, нас ведут нас правильной дорогой. И за всю поездку я вот ощущаю, что мы не одни. Вот реально нас кто-то сопровождает, нас кто-то курирует. Согласен. Причем как-то такое ощущение тоже сложилось, что вот когда идем по реке, да, вот как-то другое ощущение. А вот мы когда выходили на зимний Квилюй, как будто мы немножко от реки, да, отдалились, и там были такие достаточно тяжелые, вот самый тяжелый, ну, по крайней мере для меня, не знаю, как для ребят, но да, там и холод, жара плюс 10. Перепады температур. Да, перепады температур, дорога, эти пробки, стоянки, да, наледи. Нет, нас зависящие. Да, и все прямо вот
грубо говоря, мне кажется, это все в гармонии. В целом, вот если посмотреть на всю экспедицию, да, вот уже можно такие итоги подводить. На мой взгляд, у нас было и такие очень легкие, хорошие дни, прямо которыми наслаждаешься. Вот, как, например, сейчас, да, мы идем, солнечный день, красота, красиво, очень ровная, нормальная дорога, да. А были и такие, когда казалось, что вот сейчас, ну, прям тяжело было. Вот, то есть, Дорога в один конец. Смешной был случай, когда здесь вот в этом вездеходе находится термометр электронный. На улице было минус 27, Да-да-да. в салоне было Столько же, минус ровно столько 27. же. А почему так получилось, я что-то даже не понял, как так. Вы же по рации запрос делаете. Да-да, и две сколько цифры температура. одинаковые, да? Мы смотрим, подсвечиваем фонариком, и просто там секундная там пауза, и такой ржач на всю кабину. И с Гоба, Саша, и я вот просто вниз говоря так же синхронно, как начали смеяться. Просто 27 за бортом, 27 в салоне. Ну, так интересно. Вообще, температура опускалась ночью до минус 43. Это мы подъезжали, когда к Ленску. Потом в следующий день мы подъезжали к Алекминску, было 38, минус 38. Ну, вот два таких холодных дня. Но в среднем температура была там 25-30 градусов. Где-то так, да. Когда мы и заходили на Лену, ехали от Жигалова. В принципе, погода радует. Ну, были, конечно, поломки, да, то есть по такому маршруту без них никак не обойтись. Вот, на твой взгляд, вообще это какие-то выводы для тебя, как для производителя, вот вообще вот эта поездка что дала, допустим, какие-то, это же, можно сказать, такой мощный на самом деле тест-драйв, да, техники. Тест-драйв получился очень хороший. Мы, в принципе, проверили технику. Ну, много-много параметров, которые хотелось мне проверить. Я для себя сделал выводы. В принципе, которые поломки у нас были, но я не считаю, что это даже были поломки, это мелочи. На самом деле, для такого расстояния это мелочи. Плюс неопытность вождения. То есть на этом вездеходе Саша с Гоба, меня, значит, просто мы ночью не спали практически, там что-то 2-3 часа поспали. Все, я еду. Мы выехали во сколько? С Иркутска. Я же ехал на крузаке, вез прицеп. Потом сели на вездеход, ехали, полночи ехали. И просто меня начало рубить. Я с Сашей предложил, говорю, давай ты сядь за руль. Немножко сможешь проехаться? Но он на машине ездит, я думаю, как бы здесь тоже сможет. И все, я сел здесь рядышком также, он за рулем. Я просто вырубился. И еду, бряк, шмяк, прыг, скок. Ну, прыгаешь, скочишь. Я думаю, что такое снится мне, где мы там на каких-то аттракционах детских или что? Глаз их приоткрою. И вот просто это движение, тык, как это, мячик. Ну и потом уже все, там сколько, час, наверное, отдохнул, сидя, да. И все, потом понимаю, что что-то не то. Опять бряк, прыг, скок. Глаза открываю, все, там, просыпайся. И смотрю на него, он едет тоже, раз, вот так вот. В ритм, в унисон встал такой. Поймал В резонансе, что ли? в резонансе и скочит. Вот просто он не катился, а скакал. Прыг. И все, вот, и в каком-то этом моменте, ну, я думаю, где-то он подпрыгнул, колесо там газанул, приземлилось, ну, что может быть одно из, что здесь полось тоже пострадала. А ваша полось, я думаю, она начала уже когда провалились под лед, тоже начали буксовать. Ну, там тоже немножко нагрузка была лишняя. Надо было сразу разгрузиться, дернули бы этим и меньше бы, наверное, времени потеряли. Ну, как все прошло, и так, как получилось, так получилось. Как все нормально. При всем этом, вот эти вот поломки, они не сказались на ходовой, на нашей... На маршруте? На маршруте, да. Ну, Мы да. спокойно доехали на одном мосту, на передних мостах мы, кстати, доехали до Усть-Кута. То есть мы прошли эту дорогу до конца, вышли в Усть-Кут и просто уже заказали запчасти с Иркутска на автобусе. Они должны были с утра приехать. И решили что-то позвонить, найти их в Усть-Куте. Открыли Авито и нашли на Авито целиком мост за 3000 рублей. В этом мосту было 2 полоси и редуктор. Ну, то есть мост целиком. Мы одну ось поставили в ваш вездеход, одну поставили в наш вездеход. Там час времени потратили. Больше возили, вытаскивали. Там вообще отдельный случай, кстати, когда мы этот мост вытаскивали. Там Николай был продавец моста. Да, это было в нашей третьей части. Это просто
целый мост, чтобы вы, наверное, видели, да, с колесами. Да. Он за Нивой, Ниву не вытащить. И прямо был момент, что Николай там прямо немножко даже помял, по-моему, машину. Помял машину, пошел на большие жертвы. Ну, как он сказал, надо делать тоже, помогать людям. Да. Вот за это Николаю прям тоже отдельный респект. Вот чувствуется сибирский характер, сибирские мужики. Да, вот мы такие. Полуоси, вот, кстати, я читал комментарий, кто-то написал, что полуоси можно расценить как расходный материал. В принципе, в чем-то есть здесь доля правды. У нас техника едет всю дорогу загруженная. По полтонны мы везем в каждом, практически всю дорогу. И бензин мы везем на себе, и шмурдяк весь, вещи, оборудование, посылки. Все везем на себе. И дорога где-то местами более-менее ровная, а где-то и подъемы, и спуски, и кочки, и неровности, вода, наледи, снег. Хватает на дороге всего. Вот был еще комментарий, что на подобной технике можно максимум проехать там 50 километров, потом уже все, там позвоночник высыпется и так далее. Вот твое мнение, почему вот такой был комментарий? А потому что путают нашу технику. То есть у нас техника переломка. Переломка ассоциируется, ну, это каракат. Каракат в себе имеет в основном мотор, который лифановский, и не имеет подвеску. Но это не про нас. У нас мощный мотор стоит, иномарочный, тойотовский, который работает мягко. Небольшой расход, не шумит, не гудит. То есть, ну, голова у тебя нету такого, что надутая, там, раздутая, шумная. И у нас присутствует на обоих вездеходах задняя подвеска. Плюс шина низкого давления, приспускаешь. Ну, в принципе, вот мы едем. Я тоже думал, кстати, приеду, там спина будет, ну, спасибо не скажет. Угу. У меня даже мысли не возникло, что вот там надо отдохнуть, что там что-то напряглось, сделать там массаж, не массаж. Ну вот едем, спокойно едем, без напрягов. Сиденье регулирующееся, там, мягко. Вот идем. Мы вот сейчас, ну, чтобы понятно было, давай сейчас попьем кофейку. Вот у нас скорость сейчас 40 километров. Мы едем со скоростью 40. При этом Лифан, я думаю, он не может позволить себе такую скорость ехать так. Держите. Ну, как раз, кстати, хотел кофе попить. Вот горячий кофеек, да. Удобно же, не напряжно. Да. Одной рукой рулишь, одной рукой кофе держишь. Третий, была бы третий бы слезы радости вытирал. Ой, вот, красивый. Сейчас у нас вообще мы в предвкушении, потому что я сам, как житель города Якутска, ну, много раз был на Ленских столбах, но всегда это такое событие, потому что завтра нам это предстоит посмотреть, увидеть. Ребята, думаю, увидят это, кто-то увидит Первый раз. Да. Вот, поэтому... Как мне сказали, даже из-за этого уже стоит посетить Якутию. Да, да. Вот, можно, наверное, еще отметить, да, как из итогов, тоже вездеходы на разной резине. Здесь трекал 1300 на 600, да? А у нас... Урал. Ой, Кразовская, Бодрышева. Бодрышев. Ну, вот я сейчас еду здесь, да, особо... Вот мне кажется, вот, ну, как мне кажется, а это так и есть. Трекал держит зимнюю дорогу лучше. Лучше. Мне тоже вот понравился. Но он еще у нас зашипованный, он же у нас после Байкальской мили. А хотя вот ребята на нем устанавливали, когда рекорд России по пересечению вокруг Байкала автономно, он был не зашипованный. Но они, тем не менее, тоже прошли, и им понравилась трековская резина больше, чем у Бодрыши. Ну, это, в принципе, этому есть Тут много больше, логических да, объяснений. да. Резина правильной формы, она, то есть, там нету износ, не износ, там нарезано, не нарезано. Ну, она сделана специально геометрически правильно. То есть, я буду взять, у него где-то там клык больше, где-то меньше, не отбалансирована. Здесь может, ну, она уже, эта резина, можно сказать, балансированная. Угу. То есть, на каждый сантиметр идет одинаковая нагрузка. На той, на Бодрышах, она немножко, ну, технически, для коротких расстояний, там, возможно, я думаю, по месту кататься. Вот то, что мы сделали, такой перегон
на этой резине, я уже заговорил как ямщики. Перегон. Перегон, да? Только у нас перегон почти в 3000 километров. Но вот этот перегон, я думаю, это, ну, подвиг, чтобы на ободышах проехать такое расстояние. Там на том вездеходе, кстати, уже пробег порядка 5000. Первые 1500 было вокруг Байкала, потом он там по месту катался у нас, на рыбалку ездили. И сейчас вот почти 3000. Ну, и все это на ободышах. Мне кажется, теперь у вас в коллективе самый опытный, квалифицированный водитель это Михаил. Потому что он прошел вот этот зимний Квилю, где вот такая вот, чтобы вы понимали, ледяная ванна и машины, большие грузы, да, они вот так вот идут. То есть по встречке там зеркалами задевают, да, то есть смотрят, чтобы, в общем, он вот это все прошел, держал прямо в таком напряжении, я аж... Миша отдельная история. В этой экспедиции Михаил отдельная история. Вообще, каждый здесь, про каждого можно отдельную историю рассказывать. Но в совокупности получилась, я считаю, очень классная команда. Не было какого-то там недопонимания, не было какого-то нытья, там катания. Вот просто как один механизм. 2 вездехода, 4 человека. И кто-то, 7-й, который нас сопровождает. Вот просто вот один коллектив. 5-й. 7-й. 7-й? А, да. Вездеходы, я считаю, Вездеходы. тоже одушевленные. Ну, вот это как семья получилась. Ну да. Ну, вот вообще, твое личное ощущение к вездеходам. Проходимость раз, комфорт 2, грузоподъемность 3, управляемость, плавучесть, что еще? И непроваливаемость в снег, ну вот на Маневренность. Траколовский, да, маневренность. Расход. Относительно небольшой расход. Да, кстати, расход сколько вышел примерно? Ну, я так примерно подсчитывал, где-то 17-18 литров у нас получилось по кругу на все расстояние. Где-то на каких-то маршрутах было 15 литров, на каких-то было 20 литров на 100 километров. В зависимости от дорожного... От загруженности, от подъемов, от снег, ну там дорога, или ты катишься просто вот по ровной, или ты идешь там в гору по снегу, ну тоже разные расход разный получается. В целом очень комфортно. Единственная была проблема, вот кто смотрел первую часть на полигоне, вездеход, который проходил обкатку, было мне немного сложно понять управляемость переломки, да, то есть немножко надо заранее, как бы, ну, рулить. Входить в поворот заранее. Да, уходить в поворот немного заранее, тогда будет все хорошо. И, например, в отличие от автомобиля, мне так показалось, что, ну, у тебя здесь, как называется это? Гидрообъемное управление. Гидрообъемное управление и распределитель, да? Ну, да, это все входит в гидрообъемное управление. Распределитель, дозатор. Он более насос. мощный, да, здесь стоит? Здесь, да. Потому что я, например, буквально чуть-чуть проворачиваю руль и уже... Чувствительность хорошая. Чувствительность хорошая, да, идет. И это лучше или хуже, кстати, вот на твое мнение? Слушай, ну, сложно сказать, потому что на вот этих, на кразовских колесах, да? Да. Там вот реально сидишь, напрягаешься, потому что они скользкие, и вот любая вот эта колея, она тебя немного, ну, сносит. Поэтому там больше рулишь. Вот если бы их поставить как бы на одинаковые колеса, вот тогда бы я мог как-то сказать, да. А вот здесь, ну, в целом вообще комфортно. То есть я вот еду чуть-чуть буквально, не знаю, как объяснить. Вот давление пошло, да, в ту или иную открывается, сторону. машина начинает Да, переламываться. и она уже немножко подруливает. Просто у обычных машин колеса передние поворачивают. Да. А здесь середина рамы ломается. И это расстояние порядка 2 метров. То есть так же видишь поворот, ты на машине привык сразу поворачиваешь, а здесь вот на 2 метра надо делать манипуляцию раньше. И все. И Да. точно так же и входишь и в поворот. И... Ну вообще час-2 часа езды на вездеходе, и ты уже с ним становишься как одно целое. Как «Аватар». Смотрел? Да. Так, чуп. Раз, законнектился и все. Одно целое. Ну, Чувствовать надо технику. Ну, я думаю, она не осложняет твое движение, и очень быстро к этому привыкаешь. Большинство времени поездки я провел в качестве пассажира. И в целом вот мне понравилось, что в кабине, да, в принципе, есть место свободное вот за сиденьями.
Сбоку можно разместить какой-то, ну, какие-то личные вещи, да, и так далее. Сзади тоже есть, можно повесить куртку. То есть в целом полноценная, нормальная Кабинет. кабина. Да, кабинет. То есть у меня с собой вот это съемочное оборудование, которое боится холода, да, то есть в Кунг ее не положишь, но тем не менее объемные достаточно сумки лежали в кабине всегда под рукой. За время поездки, вот, ну, я свои ощущения скажу. Вот вспоминал, как мы первый раз выехали на Лену. Как вообще мы выехали, сошли с вездеходов и поехали первые 100 километров по дороге Жигалова. Помнишь? Мгм, да, Такое ощущение, что это было там месяц-два назад. да, кстати. Давным-давно, да? Это было сколько? 9, 10 дней назад. Да, подожди, мы в четверг выехали, сегодня пятница. 8 дней получается. А, нет, сегодня суббота же. Сегодня суббота. Суббота. Вот, мы немножко даже в поездке теряется вот это ощущение дней недели. А, сегодня суббота. Мы выехали в четверг. 9 дней. А ощущение, что срок вот прям давным-давно это было. Да, да, как будто уже очень давно. И я, наверное, по приезду еще пересмотрю первую часть, чтобы вспомнить, да. первую, вторую. И это классно. Ощущение такое, что время остановилось. И вот такими моментами надо жить. Такие моменты продляют жизнь. Кстати, время, потраченное на путешествие, в счет жизни не учитывается. Ты в курсе? Я где-то слышал, да. Да. Ну так и есть. А если бы ты был просто там на работе, на месте, день сурка, проснулся, уснул, день прошел, ну как бы, и так изо дня в день, и время прям летит очень быстро. Да, то есть, ну, бывает, что люди спрашивают, зачем это вам надо, да, то есть, куда вы там поехали, что вам, типа, дома не сидится, да? Ну, не сидится дома. Потому что надо успевать, да, смотреть, получать новые впечатления, Просто эмоции. надо попробовать. И кто знает, тот знает, кто не пробовал, не поймет, кто попробует, я думаю, тоже понравится и будет придерживаться примерно вот такого же образа жизни. Турбаза. Так, что, прям, подожди. Вот сейчас мы прибыли в Синск. Если быть точнее, то на турбазу Ямщицкое подворье. Вот такая шикарная погода, красивый антураж. Такой вот дом. Тут есть в целом несколько помещений. Вот хотелось бы показать, где мы расположились. Вот, казалось бы, сцена, закулисье справа, закулисье слева. Давайте посмотрим, что происходит в закулисье. В закулисье у нас опа, теплый домик, теплая такая комната. Все, вон Саша уже заряжает все гаджеты. Я бы встал, но не хочу. Да, мы сегодня спали всего около где-то 3-4 часов. Поэтому решили, что после очень вкусного обеда, которым нас встретили, мы немного поспим. Ну а затем уже будем немножко работать. Да? Надо поспать. Молодой чуманчик, чего зажурился? Чего зажурился и с дорожки сбился? Чего зажурился и с дорожки сбился? Дядька с мамкой померли, а я не женился. Дядька с мамкой померли, а я не женился. Пойду в чисто поле искать себе долю.
Пойду в чисто поле искать себе долю. Не нашел я долю, нашел рыболовлю. Как собираемся, вспоминаем вот эти песни. Классно же. Потом эту песню вот знают по всему тракту. Да. Его поют в Алёкминской, его поют в Иркутской области. Она вот трактовая, его знают. Вот что мальчик, да, вот эту вот, которую мы пели. Бабушки до сих пор Подпевает. помнят Ага. эти, которые вот сторожили. Ну, таких веселых песен-то таких нету. Ну, они же все Дали были вот вот такие это, вот, да. как жизненные, о судьбе, о доле, о тяжелой. Раньше же действительно тяжко жилось. Особенно, когда вот эти первые приехали ямщики сюда, здесь вообще... Представьте, они да, летом приехали, и бац, тебе Вот. мороз 50 градусов. 60 раньше-то еще холоднее было. Да, с небольшим вот 50. этим скарбом, что они там, орудие труда привезли, еще что-то там, предметы быта, и вот надо было обосновываться на этих вот почтовых станциях, да, и как-то выживать. Ну, слава богу, что вот на этих аласах жило местное население якуты, и вот они и там тебе и помогали и мясо первое время, и рыба тебе, Как и ловить, вот, да, на чем ловить. да, вот эти вот. Кстати, завтра я вам покажу сети, которые сплетены из конского волоса. Это вот старинные. Раньше же не было этого лески и прочее, да. Вот из конского волоса они плели вот эти сети. Да, и главное, что там удивляет, да, и чья была большая, они мелкую рыбу не ловили, ловили только такую крупную, чтобы уж поймал и накормил всю семью, да. Ага. И вот, конечно, со временем ямщики стали вот перенимать, как говорится, то, что делают они, учиться друг у друга. Они И забыли в язык, результате, они да. по-русски не говорили. Ну, это через поколение, через Нет, поколение, потом, да, потом. ну это да. 19 Конечно. конце 19 века, начале 20-го они забыли язык. Ну, получилось-то не то, что просто поколения, они переженились. Якутская кровь практически в каждом, вот сейчас в потомке есть, вот даже мы, если чисто внешне мы выглядим как русские, а кровь у нас все равно есть якутская, и якутский язык практически знают все. А большая часть разговаривает и общается на якутском языке, да. Сирустун сасманай аманир керепи серемити оргуяр сирикерен иеби серемити оргуяй сирикерен иеби. Наша почтовая станция Синская, она образована в 1743 году, да, и Первые вот, 28 станций. первые 28 станций. И вот она сейчас, в принципе, живет. Действующая до сих пор живет благодаря тому, что вот есть такие люди, которые не дают забывать, в том числе вот и ансамбль «Реченька». И основа репертуара, то, что сейчас песни, которые поют, это вот именно основано то, что сохранили ансамбль «Вечерка Едяй» и ансамбль «Реченька». И вот в ансамбле «Реченька» народный коллектив, первый состав были как раз вот эти бабушки. Ага, Одна из них легендарная. осталась вот Татьяна Митрофановна и еще Альбина Николаевна. Остались всего Галина лишь Николаевна. две. И Галина Николаевна, да.
А, Это вот такие- легендарный состав, вот, который именно вот в период, когда все начало исчезать, вот эта культура ямщиков, вот они создали ансамбль и начали вот Петь. собираться и вот эти песни распевать. Потому что многое же потерялось, вообще многое потерялось. Вот каким-то чудом, вот благодаря этим бабушкам, вот эти песни сохранились, которые приехали с России вот 250 лет назад, да? И вот именно вот они стали распевать, петь, а потом в ансамбль собрались. И это и у нас вот в Синске, да, и в Видяе, вот этот ансамбль, коллектива, да. вечерка. Вот в 70-х, 80-х годах вот они вот сохранили вот эту культуру. Ну вот, несмотря на то, что вот Идяй вот недалеко же, сколько там, 25-30 километров, да, и Синск, но все равно вот они из разных как бы губерний, да, и одну и ту же песню они исполняют уже по-другому, По-разному, да. по-разному. Вот я говорю, в прошлый раз я на круглом столе говорила, что песня «Молодка», да, у них «Молодка, молодка, молоденькая, тариндади», а у нас «Молодка», вот то, что мы спели, да, она такая протяжная, вот такая вот, совершенно другой смысл. Молодка, молодка, молоденькая, пришла темная ночка, лягу спать одна. Пришла темная ночка, лягу спать одна, лягу спать одна, да, без милого дружка. Лягу спать одна, да, без милого дружка, без милого дружка, да, берет грусть тоска. Без милого дружка, да, берет грусть тоска, грусть тоска берет, да, далеко милой живет. Грусть тоска берет, да, далеко милой живет, далеко, далече, на той стороне. Далеко, далече, на той стороне, на тою сторонке, по матушке, по Москве. На тою сторонке, по матушке, по Москве, по матушке, по Москве, да, не близко ко мне. Здравствуйте!
Добрый день участникам экспедиции по Иркутско-Якутскому почтовому тракту. Мы рады встретить сегодня вас здесь, в городе Якутске, Республики Саха-Якутия, на Московской набережной. И говорим вам сегодня здравствуйте! Слово предоставляется первому заместителю председателя общественной организации «Потомки государевых ямщиков» Василию Алексеевичу Булатину. Пожалуйста. Ну, дорогие наши, как приятно сегодня встречать, а мне особенно. Можно сказать, что я вам дал напутствие, когда Руслан первое интервью взял, когда я ему рассказал о нашем Ямщицком тракте. И он, вооруженный вот этими знаниями историческими, вдохновленный, полетел в Иркутск. Поэтому сегодня отрадно вас встретить. Потом я вас встретил в Алекминске, на моей родине малой. И мы там провели очень эффективно круглый стол, где вы выступили. Мои земляки восхищенные. Мне, пока вы ехали с Алекма, они мне звонили. Говорят, как хорошо. Еще бы на один день задержались. Вообще было бы классно. Ну, разрешите, ребята, к этому событию. Раньше так говорили. Я занимаюсь часами, Руслан знает. Поэтому построил, раньше говорили, построить часы. Вот такие часы сегодня вам дарим, посвященные вашей экспедиции. Я Михаил. Михаил передал тоже 2 посылки. Вот. Галичи, горько круто, там гуляли молодые рекрута. Ой да, ребята, там гуляли молодые рекрута. Там гуляли молодые рекрута, их назначили которого куда. Ой да, беда, их назначили которого куда. Их назначили которого куда. Записали дружка в ратнички. Ой да, беда, записали дружка в ратнички. Записали дружка в ратнички, а Василий в начальнички. Ой да, беда, а Василий в начальнички. Под бокою за беду немалую. Ой да, беда, за вину немалую. За вину немалую, за девчонку черноглазую. Ой да, беда, за девчонку черноглазую. Уж как Галичи, горько крута, там гуляли молодые рекрута. Ой да, беда, там гуляли молодые рекрута. Ой да, беда, там гуляли молодые рекрута. Почтовый тракт Иркутск-Якутск. Испытано на себе. Испытано на себе.